فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون. Хвала Аллаху, Господу миров, и я свидетельствую, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, и что наш Господин Мухаммад, его раб и посланник. О Аллах, благослови и приветствуй миром нашего Господина и любимца Мухаммада, и его семью и сподвижников. О рабы Аллаха, я завещаю вам и своей грешной душе бояться Всевышнего Аллаха, бойтесь же Его и повинуйтесь Ему. Ведь поистине Аллах с теми, кто богобоязнен и кто творит добро. Дорогие мусульмане, сегодня мы расскажем о том, как верующий должен встретить священный месяц Рамадан, что он должен исправить в себе и как ему следует подготовиться к Рамадану. Мы упомянем слова и наставления ученых по этому поводу. Так вот, первое, что мусульманин обязан совершать в преддверии Рамадана, это искреннее покаяние от своих грехов. Он должен покаяться от грехов, которые совершил перед Господом миров, а также грехов, которые совершал по отношению с людьми. Он должен сожалеть о содеянном, покаяться и обратиться к Аллаху. Если он находится в долгу перед кем-то, то должен спешить вернуть долг. Если он злословил за спиной своего брата, то обязан добиться у него прощения, ибо злословие – большой грех, за который нужно принести искреннее покаяние. Поэтому первое, что лежит на человеке, это покаяние, ибо если он встретит Рамадан, очистив свое сердце от греха и исправив свое положение, то Всевышний Аллах окажет ему помощь праведно провести Рамадан. Если же он встретит Рамадан, будучи обремененным грехами, то это пагубно скажется на его поклонении в этом священном месяце. Второе, в чем нуждается верующий, это исправление своего намерения. В священный Рамадан, в каждый его период он должен намереваться быть лучше и праведнее. Например, еда и сон – естественные нужды организма, но если человек вознамерится принимать пищу и ложиться спать в Рамадан, чтобы тем самым лучше поклоняться Аллаху и усердствовать в совершении благих дел, то даже еда и сон будут для него поклонением, за которое он получит награду. Третья обязанность – это проявление радости и гордости приходу месяца Рамадана. Верующий должен радоваться тому, что его окутал священный Рамадан, месяц, в котором ниспосылаются дары и милости Творца, а также появляются новые возможности заслужить его довольство. Ученые говорят, что если мусульманин будет, не родив приходу Рамадана, желать его окончания и чувствовать к нему отвращение, то это будет большим грехом, который может также вывести его из ислама. Четвертое. Если на человеке лежит пропущенный пост с прошедшего Рамадана, то он обязан спешить восполнить его. Пятое наставление. Если верующего коснулись какие-то мирские заботы, которые он может выполнить за короткое время, то пусть решит эти проблемы до прихода Рамадана, чтобы они не отвлекали его от поклонения и служения Всевышнему. Шестое – это познание величия и священности Рамадана. Если верующий будет осознавать все величие Рамадана и его большую степень, то будет радоваться ему и более усердно проводить его в поклонении. Седьмое – это знание постановлений, связанные с постом в Рамадане. Как поститься, что нарушает пост и от чего нужно воздерживаться. По милости Аллаха, сегодня есть много ученых и изучающих религиозные знания, к которым можно обратиться с любыми вопросами. Восьмое и немаловажное наставление, чтобы у верующего был график поклонений на Рамадан. Пусть он попробует выработать график для молитвы, чтение определенного объема Корана, чтение истигфара для салаватов. Девятое. Верующему следует ознакомиться с укладом посланника Аллаха в Рамадан, мир ему и благословение Всевышнего. Как он и его сподвижники проводили Рамадан, какое усердие они проявляли и какие поклонения совершали больше всего. Любимец Всевышнего, да благословит его Аллах и приветствует, проявлял необычайное усердие и пыл в служении Аллаху в этот священный Рамадан, а также был очень щедрым в подаче милостыни. Все мы знаем о величии Рамадана, но что именно в нем такого особенного, что возвеличило его над другими поклонениями? Имам Аль-Газали, да помилует его Аллах, пишет, что у Рамадана есть два скрытых особенностей, которые нет у другого поклонения. Все мы знаем о величии поста в месяц Рамадан, и как передается в хадисе Аль-Кудси, каждое деяние человек совершает для себя, кроме поста.
Это деяние совершается ради Аллаха, и Он воздаст за него великой наградой. Все деяния человек совершает ради Аллаха, но пост особен тем, что награда за него скрыта у Всевышнего Аллаха. Затем имам Аль-Газали пишет, что другая особенность поста заключается в том, что пост представляет собой оставление чего-то и воздержание, в отличие от других поклонений, как молитва, в которой человек наклоняется, поднимает руки, совершает суджуд и так далее, или же паломничество и заката. А пост соблюдается путем воздержания от людской похоти. Это и есть вторая особенность поста, из-за которой данное поклонение обладает дополнительным достоинством. Пост максимально отдален от примеси показухи, ибо постящийся мусульманин удерживает себя от еды и питья исключительно ради Всевышнего Аллаха. И даже если никто не будет видеть его, он не нарушит свой пост, ведь пост – это обет, данный им Господу миров. Имам Аль-Газали говорит, что пост защищает верующего от козней шайтана и его уловок. Всевышний Аллах поведал нам, что шайтан – это явный враг верующих, который стремится ввести их в заблуждение и отвратить от прямого пути. А путь шайтана к сердцам верующих лежит через наущение людских похотей и страстей. Когда человек наполняет живот, шайтан находит путь к его сердцу и подталкивает его к соблазнам. Поэтому воздержание от еды перекрывает шайтану пути к наущениям и искушениям. Как сообщил посланник Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, шайтан прокрадывается к человеку подобно дыханию и наущает ему дурное. А голод служит тем, что он помогает обуздать прихоть и ослаблять власть Иблиса над мусульманином. Вот почему пост обладает таким величием и достоинством, а также это самый полезный способ перекрыть пути шайтану, который, как поведал посланник Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, крадется к людям подобно дыханию. Он также сообщил, что в месяц Рамадан распахиваются врата рая, что означает, что Господь миров одаривает верующих в этот благословенный месяц возможностями, которые могут ввести их в рай, и закрываются врата ада, что также означает, что перекрываются многие пути ослушания и искушения. Также сообщается, что в этот месяц сковываются шайтаны, и тогда человек остается наедине со своей душой и со своими прихотями, которые он должен удерживать на пути достижения довольства Творца. Пусть Всевышний Аллах поможет нам праведно встретить благословенный Рамадан и провести его в поклонении и служении Аллаху.